Дети, привет. Здравствуйте. Семь трупов, в том числе депутат Государственной Думы. Зарезали их какие-то неизвестные ребятишки. Да и правильно сделали. Ну, а чего сам не пошел, если правильно? Взял бы ножичек и давай вперед. Конечно, правильно. Так, хватит лирики, хватит. В детдоме видеокамеры были отключены, естественно. Ну, понятно, зачем господину депутату сниматься, да и другим тоже. Что это за дети? У нас в городе орудует банда. Профессионально подготовленные убийцы, причем малолетки. И что, никто ничего не знает? Ну как? Нормально. Вон кровь у тебя. Коля, ты рукав забрызгал. Снимай, давай. У тебя все нормально, молодец. Посмотри, на спине есть что-нибудь? Это не кровь, грязь просто. Да, приехали. Слушайте, где-то полгода назад я вел дело «Двойное убийство». Семья Смирновых, алкоголики. У них была дочь, Машенька. Мать над ней издевалась, заставляла рыться в помойках, морила голодом. Отец ее избивал. Девочка выбросилась из окна, разбилась насмерть. А через 2 дня родители зарезали. Преступников найти не удалось. При чем тут это? Тут странности были. Свидетели показали, что в тот вечер никто к Смирновым не приходил. А во дворе болтались какие-то дети. Я тогда как-то не подумал, но дети Ну, и дети. знаешь, Ой, дети. бред какой-то. Подождите, подождите, подождите. Стоп! 4 месяца назад я вел дело. Зам главы районной управы Козлов пьяный сбил на пешеходном переходе группу первоклашек. 3 насмерть. Осудили условно. Зарезан во дворе собственного дома. Через 3 дня после суда. Преступников не нашли, дело закрыли. Так, получается что? Что он тоже за смерть детей наказан? Ты это хочешь сказать? Похоже, так. Подождите.
2 месяца назад дело вела. Значит, учительница начальных классов Силантьева обвинялась в доведении до самоубийства ученика 4 класса Синицына Васи. Повесился. Освобождена от ответственности за недоказанности. Дебилов воспитываете! Вот они вам потом и вешаются, потому что сами дебилы. Вечером по дороге домой убита, перерезано горло. Сразу после суда. Понятно. Так что ж, получается, у нас тут какие-то народные мстители завелись? Получается. Хорошенькие дела. Вернулись. Ножи давай. Приятного аппетита. Что, сегодня опять котлеты? Вчера были сосиски, чё ты? Котлеты и котлеты. Давайте ешьте. Этих мстителей надо найти. Ой, да найдем. А? Ну вот. Да найдете, конечно, на вокзале беспризорников нахватаете. Они вам там в отделении что угодно подпишут. А через 3 дня нас в городе опять кого-нибудь зарежут. Что мы тогда докладывать будем? Нет, извините, мне эта ваша липа не нужна. Хватит, доигрались. Уже дети за оружие берутся. А почему мы про этот педофильский детдом ничего не знали? Почему не знали? Все знали. Они в интернете чуть ли не рекламу дают. Ну и что? Ну и то. Ясно. Значит так. Этих героев надо найти. Причем именно их. Ведет дело Кузнецов. Да я... А ты у нас лучший следователь отдела. По всем показателям, по отчетам, по проценту раскрываемости. Самый лучший. Главное, ты первый про этих мстителей додумался. Ты первый систему увидел. Ну все свободны. Пошли искать. Сидишь. Товарищ полковник, личный состав военно-патриотического клуба «Висесь», детского дома номер 8 к тренировке построен. Командир отряда Иванов Иван. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаем, товарищ полковник! Юра, командуй. Иван, ко мне. Равняйсь. Смирно. Направо. Бегом марш. Ну что? Где вчера вечером шлялись? В кино ходили, на ужасы пустыни. На ужасы пустыни. А почему без спроса? Почему на ночь глядя? А деньги где взяли? У прохожих клянчили? Дяденька, помогите. Мне ел 3 дня. Я разведчик в 8 странах мира под прикрытием работал. Думаешь, не знаю, как вы действуете? Мы больше так не будем, честное слово. Ну, честное слово. Слушай, кончайте вы эти походы по ночам, а? На шпану нарветесь, никакие приемы не помогут. Ладно, я пойду переоденусь. Ну, а ты занимайся. Работаем, работаем.
Долго раскачиваешься. Корпусом не двигай. Только кистью. Подошел, взял, бросил. Подошел, взял, бросил. Куда? В глаз, в левый глаз. Левый глаз, давай! Ну, давай. О, другое дело. Я попал. Молодец. Молодец, Илья. Поехали, поехали. Ой, Равняй смирно. Здрасте, товарищ директор. вольно. Здравствуйте, Вольно. ребята. Здравствуйте. Работаем. Здравия желаю. Так, что тут происходит? Занятие военно-патриотического клуба «Витязь». Согласно расписанию. Вижу. Ну, ладно. Занимайтесь. Ага. Загляну-ка я в фотокружок. Да. Давай. Все-таки, Вадим Петрович, я бы не рекомендовала вам учить детей Товарищ этому. директор. Подумайте. Юноши и девушки должны служить своему отечеству. Ой, И не на словах, а на деле. Кстати, военкомат одобрил мою программу. Вадим Петрович, Да. вы пьяны. Кто, я? Да. Господи. А я-то мучаюсь, что со мной происходит? Думал, продуло. А оказывается... Вадим Спасибо. Петрович, Спасибо. как вам не стыдно? Мне стыдно. Ведь вы же боевой офицер. На вас дети смотрят. Ай-яй-яй-яй. Так, следующее упражнение. Внимание! 1 против 4. Сюда, сюда. Встал. И ты иди сюда, Илюша. А в результате 7 трупов. Здорово. Так им и надо этим мерзавцам. Я бы их сам. Ты что, с ума сошел? Только этого нам не хватало. А что, зарезали ведь и правильно сделали. Нет, неправильно. Мы должны сидеть и ждать, пока наш папочка педофилов арестует. Света. А пока пускай они творят, что им вздумается. Ты сына своего представь в такой ситуации. Первый за нож схватишься. Салата тебе положить? Положи. А что им будет, если вы их поймаете? Все от возраста зависит. По нашим сведениям, они маленькие. Значит, в колонии их отправят. А если не очень маленькие? Тогда лагерь. А с 18 лет пожизненное. Все просто. А если не поймаете? Рано или поздно все равно поймаем. Куда они денутся? У тебя попить что-нибудь есть? Компот. Давай. Значит, надо их поскорее поймать, пока нельзя посадить. Поймать и к нормальной жизни вернуть, постараться. Где вот их искать? Где? Обычно мы по стуку работаем. Кира, тебе компот налить? Или там улики какие остаются. А тут наши по вокзалам, по детприемникам беспризорников отлавливают. Все, увы. Раз они такие организованные, значит, они давно знакомы. Это не беспризорники. Одноклассники? Соседи по двору? Не думаю. Где одноклассникам тренироваться? Под кустом? Они, наверное, живут вместе. Живут вместе. Детский дом. Вот. Там и зал должен быть, и все такое. И воспитатель может их обучать. А если предположить, Да. что воспитатель служил... Версия. Молодец, Кирочка. Молодец. Ну вот, вы типа герои. На весь интернет прославились. Кто-то вас деточками обозвал. Теперь только так и пишут. Ладно, ребята, хватит. Дайте делом заняться. Только не болтайте, чтобы взрослые не узнали. Да ясно. Да, конечно, само собой. Ну что, ты нашел? Вот он. Он завтра из Москвы возвращается. В 9:32 поезд приходит. Я в базу залез, посмотрел, на когда он билеты из Москвы покупал. Ну ты даешь. Ладно, все понятно. Завтра выходной, уроков нет. Там камеры везде стоят, учтите. Значит, завтра пойдешь. Ты,
Ты. Ты и ты. А я? Ты давно обещал. Извини, в следующий раз. Наташа, иди сюда. А меня? Чего? Успеете, дел хватит. Ну что ж такое? Каждый раз одно и Да то же. ладно тебе. Ты наш мозг. Тебя беречь Ну и надо. что мозг? В следующий раз Да ладно, не обижайся ты. На тебя Мария Васильевна жаловалась. Ты не сдала упражнение по русскому, еще чего-то. Кому? Тебе жалуюсь? Во как? Да, мне. Я твой старший брат. Значит, я за тебя и отвечаю. Я уже взрослая теперь, так что давай, я сама разберусь, чего мне делать и чего не делать. Ну, мама, уже до дома не дотерпеть. Ванечка, сыночек. А Наташенька где? Наташа к вам пошла, берет пока. А я заявление подаю. Верховный суд, прокурору. 5 лет уже подаешь. Подаю, сыночек. Подаю. Это ж по какому такому праву нас, папочка, лишили родительских прав, а? Это почему это мои детки в детском доме-то должны жить при живых родителях? Нет такого закона, сыночек. Папа, ты Доченька, слушайся папу. Папа плохо не сделает. Уйди отсюда, доченька. Отойди сперва. Как выросло-то все на месте. Ну, дочь, не надо бить папу, нехорошо. Да зайди, не дергайся, зараза! Ничего. Не было вас тут. Не было. Не было вас тут. Не было. В детском доме были. А я к Верке пойду. Они там с утра уже пьяные. Я скажу, что с ними с утра и была. Они не вспомнят ничего. С утра я была, не с утра. Ничего. Ничего. Ну, пошли. Ну, пошли. Все, не было вас тут вовсе не было. Пошли. Пошли. Ну, пошли. А я к Верке. Пошли. Ну, пошли. Выросли-то как, а? Ванька-то, посмотри, а, совсем взрослый стала. Ну так, конечно, и не узнать, полгода не виделись. Да, здорово у тебя. Давай, садитесь. Вчера к следователю опять вызывали. Я испугалась, думаю, мало ли. А он говорит, все говорит, полгода прошло, дело-то закрыто. Похоже, говорит, убили твоего мужа собутыльники пьяные. Не нашли их, ну и все. Верка-то с мужем подтвердили, что я у них была. Говорит, если ты это сделала правильно, ничего никому не скажу, все подтвержу. А я говорю, да нет. Она говорит, да ладно, у самой такое счастье. А в полиции не искали их вовсе. Кому это надо? Следователь вон с утра пьяный. Ну, обошлось. Я сразу подумала, теперь можно вас в гости звать. Бояться-то нечего. Позвонила директрисе. Говорю, передайте, что в гости мои детки приходили. Так вы, ну, ешьте. Вань, ну. Ай, мам, послушай, вот ты все крестишься, в Бога веришь. Так а я ведь отца. Грех это. Меня Господь покарать должен, а ты радуешься чему-то. Ваня, ты не говори так. Ты же святое дело сделал, Ванечка. Ты, Вань, сестру спас, ты меня спас, Вань. Да, Ванечка, человека убить грех. Смертный грех, Вань. Так а разве он человек? Разве он человек, папочка-то ваш? Ну, а я что говорю? Это Петя, Петр Семенович. Здравствуйте. 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 Ну вот, как-то вот так. Слушай, я вот все думаю, может, я больной какой-то, ненормальный. Но тогда хотя бы. Я за отца не переживал, как будто таки надо. Не жалел, не плакал. И потом тоже. Наш папаша хотел меня родную дочь. Сам знаешь. И если бы не ты... Ну, жалей!
Училку пожалей, из-за которой ребенок повесился. Уродов, которые дочку голодом морили. Депутата вчерашнего. И еще папашу нашего, который маму избивал. Из-за него нас в детдом забрали. Да ладно, это я так. Все правильно. Убивать их надо. Тех, кто людей мучит. А иначе они не понимают. А так другие бояться будут. Ты русский сделала? Сделаю. Ну давай, пошли. Ты объявление написал? Угу. Молодец. Слушай, не переживай. Возьмем тебя завтра. Покажи-ка этого деятеля еще раз. Угу. Смотри. Да ладно, что ты делаешь? Я тебя придушу! Придушу! Ладно, отстань ты от него. Идиот. Да ладно, Артем, ну пошутили же они. Иди давай, чини. Да ладно, успокойся, сейчас починим. Давай, Илья, рассказывай. Наташа, а ты чего? Тебе спать пора. Я немножко послушаю, но чуть-чуть. Ну, вошли они в пещеру, и что? Пошли они в пещеру. Кругом был таинственный полумрак. Слышались какие-то странные шорохи и стоны. Внезапно одна из стен беззвучно отодвинулась. Открылся узкий темный проход, и из темноты... А дальше-то что? Да подожди ты, я еще не придумал. А, ну вот. И вдруг из темноты выскочил скелет с автоматом и говорит: а ну-ка, идите отсюда, только вас тут еще не хватало. И тогда они... Граждане пассажиры, сейчас на ваших глазах состоится казнь гражданина Севастьянова Константина Игоревича. Этот человек, будучи главным врачом детской больницы номер 3, отказался делать бесплатную операцию 7-летнему Егору Скворцову и вымогал у матери Егора деньги. Несмотря на то, что ребенок умирал на глазах у матери, Товарищ капитан, что Севастьянов это? не назначал операцию. Подожди. Ребят, что такое? Когда мать продала квартиру и принесла деньги, Делать операцию было уже поздно. Слушай, а я помню. Про эту сволочь по телеку говорили. Да убери ты свой ножик, я и так прочту. Если без ножика, то вам попадет. Вдруг тут где-нибудь камеры. Читайте, пожалуйста. Слушай, а этих педофилов в детдоме вы, да? Мы. Значит, деточки, вы и есть? Мы и есть. Читайте, а? Конечно, конечно. после смерти Егора его мать обратилась в суд. Севастьянов был привлечен к ответственности за неоказание помощи, но оправдан за недостатком улик. В настоящее время гражданин Севастьянов Похоже, вот он. продолжает работать главным врачом детской больницы. Это значит, что он по-прежнему будет вымогать у А вот родителей они, смотрите. деньги за лечение. А если родители не смогут заплатить, дети будут умирать. Деточки. Мы те, кого называют деточки. Поскольку суд не смог остановить Командуйте, товарищ Севастьянова, капитан. это сделаем мы. Подожди, успеем. Вы меня не так поняли. Казнь гражданина Севастьянова произойдет Смотрите. в центральном вестибюле вокзала. Вот здесь вот они. А мы с вами всеми силами восточный выход перекроем. Но мы же должны как-то реагировать. Мы должны пойти и пристрелить эту гадину. Уничтожить любым способом. Мы, а не они. Ну, правильно.
Внимание! Всему личному составу сосредоточиться у восточного выхода. Пустите вы! Здравствуйте. Не надо! Не надо! Я пошел, не надо! Не надо! Помогите! Помогите! Умоляю вас, помогите! Не надо, ребятки! Не надо! Доктор! Опять вы. Доктор, пожалуйста, сделайте можно операцию. повторять одно и то же? Доктор, я вас умоляю, пожалуйста. Ну не надо! Деточки, родненькие мои! Мой сын умирает, я прошу вас. Истерику! Я вас умоляю! Не надо! Хватит, в конце У меня концов! ребенок умирает. Я достану деньги. Я заплачу. Вот когда заплатишь, сделаем... Не надо, умоляю вас! Не надо! Не надо, ребята! Помогите! Помогите! Пожалуйста, не надо! Не надо! Спасибо большое. Извините. Ну? Непонятно, кого искать. Свидетелей-то нет. Что значит свидетелей нет, когда это вокзал? Толпы людей, сотни человек. Так точно, товарищ полковник. Очевидцев допросили. Все говорят разные. Андрей Андреевич, да что же это? Среди бела ясно дня. Страшно домой идти. То нападавших было 5, то их было 3, то 12 человек. Насчитал кто-то. Видели и мужиков бородатых, и террористов в масках, и уголовников в ватниках на голое тело, даже татуировки на них рассмотрели. Андрей Андреевич, а мужики говорят, что 8 уголовников на вокзале кого-то порезали. Сядь! И ведь наверняка на мобильники снимали это все, но в интернет никто не выложил. Опять же, чтобы деточек не светить. Ничего не понимаю. Да понятно все. Люди не хотят правду говорить. Помогают хоть таким способом. Вот именно. Пока таким. Вот-вот. Пока таким. А на камерах что? А на камерах дети. Так это твои, что ли? Так, Олег, все. На камерах дети. В капюшонах. Лиц не видно практически. Да хоть бы и видно. Что толку-то? Где их искать? Дети и дети. Ясно. А врача этого почему не посадили? А я откуда знаю? Может, он денег судье занес? А может, операцию кому без очереди сделал? Я при чем? Ясно. На встречу 100-тысячной армии Наполеон вышел один. Вышел и сказал: солдаты, если вы хотите стрелять в своего императора, вот он я, перед вами. Нормально. Ну? Маршал Ней со слезами на глазах упал перед императором на колени и стал молить о прощении. А солдаты громко закричали: да здравствует Наполеон! Долой этого паршивого короля Людовика! И все они как один развернулись и пошли на Париж. Началось. Возьмите меня к себе, я знаю, кого надо убить. Наш сосед хочет к вам, хоть ему и 38 лет. Убейте нашу училку, она дура. Смешно. Вот чем надо заняться. Они совсем уже дрянью какой-то стали торговать. А трава конкретная. Причем по школам продают, по дискотекам. Дети умирают или с ума сходят. Ужас, короче.
Так, ну ясно. Я тебе говорю, я в интернете прочитал, что правильно брать аккорды, надо сделать так. Бред какой-то. Может, мне вон ногой еще дрыгать, а? Ты попробуй. Заканчивай, Дзот. Да ерунда это глупости. Даже пробовать не буду. Завтра пойдем. После 3-го урока. С утра, чтобы все на занятиях были. Давай после 2-го пойдем. То у нас 3-я алгебра, ну ее. Алгебру нельзя прогуливать. Сами знаете. Пойдем после 3-го. Ладно. Потом наврем, что в кино ходили. Идиот! Не надоело вам? Идиот! Чего смеешься? Так, ладно, все, хватит. Смотри, что они с моей кроватью сделали. Так, ребята, идите чинить. И вообще спать пора. Ладно, ты не обижайся, сейчас починим. Пошутили, хватит. Вань, я с вами пойду. Ну серьезно, ну сколько можно? Нож давай. Нет, завтра нет. Почему? Я тоже у дяди Вади занимаюсь. Я умею. Нечестно это. Ну ладно, возьмем еще как-нибудь. Ты наш мозг. Тебя беречь надо. Ладно, ребят, пока. Наташа, подожди. Ну что, ну? Подожди. Начинается. Нечестно это. Ты обещал. Успеешь. Илья, ну ты наш мозг. Тебя беречь надо. Ты такой умный, Илья. Откуда ты все знаешь? Меня мама с папой в 3 года читать научили. Я очень много читал. Это называется рейдерский захват. У родителей Ильи был бизнес серьезный. На них наехали. Отец вместо того, чтобы по-хорошему отдать, стал бороться. Ну, родители убили, дом отобрали. Родственников не нашлось, чтобы Илью взять. Или не захотели. Он у нас оказался. Ты русский сделала? Да, сделала. Сдала уже. Можешь у училки спросить. Так. Какие достижения? Нами были проверены все детские дома в городе и области. Подозрения вызвали 3 из них. В одном воспитатель, мастер спорта по боксу, организовал секцию. В другом бывший надзиратель детской колонии. Как организатор имеет навыки. В третьем полковник главного разведывательного управления операций в разных странах, впоследствии подготавливал спецназ. Ничего себе. Ну и рожа. Это как это он в детдоме оказался? А вот так, отовсюду выгнали, из семьи тоже. Детей не было, прижился в детском доме, организовал военно-патриотический клуб «Витязь». Ясно. Ну, последите за этими 3 детдомами и постарайтесь из свидетелей хоть что-нибудь выжать. Ну, хоть что-нибудь. Андрей Андреевич, я что могу делаю? Уж постарайтесь. Я постараюсь. Все свободны. Кузнецов, наблюдение за детскими домами не забудь установить. Хорошо. Привет, это я. Да ничего тут не происходит, все спать легли. Есть продолжать наблюдение.
Вся школа на это любовалась. И взрослые, и дети. И никто правдивых показаний давать не хочет. Либо врут, либо ничего не видели. Ну и правильно. Да что правильно? Что правильно? Ты понимаешь, что они преступники? Кто Преступники! У вас что, крыша, У что ли, у нас всех крыша поехала? поехала. Их остановить надо, а не прятать! Конечно! Что, конечно? Только вы все неправильно делаете. мы неправильно Вы делаем? лучше педофилов ловите и врачей, которые взятки берут. Очень Как здорово. вот тот случай на вокзале. Молодец. Ты мне о нем сам рассказывал. Угу. Этим деточкам просто делать нечего будет. Верно. Ну, знаешь ли. Да. Что? Что? Нет. Нет. Категорически нет. И предупреди их. Предупреди. При малейшей попытке будут отвечать в суде. Все. И передай. Мало им не покажется. Все. Ну что такое? Наш идиот по связям с общественностью звонил. Хочет устроить теледебаты. Теледиспут. Кто эти дети? Преступники или герои нашего времени, а? Ну и что? Чем это плохо? Да тем плохо, что если про них рассказать, они точно героями станут! Вы все на стол посуду бейте, орите, отвлекайте, короче. А я на него сзади прыгну. Стоять. Там, в детском доме. Когда педофилов зарезали, ваша работа. А врача на вокзале и парни с наркотой на школьном дворе. Думали, я не догадаюсь? Да я сразу все понял. Как только по телеку в новостях услышал. Я разве вас для этого учу? А для чего, дядя Вадик? А ну-ка пошли домой, там разберемся. Нет, ты разберемся. посмотри, вон, видишь, мужик тост сейчас говорит. Что? Это знаешь кто? Капитан Мороги. Ну? У него на учениях один солдат что-то напутал. Так он лично этого солдата научил. Парень 18 лет, парализован навсегда. Ничего, ничего. Слава богу, жив. Так это вроде по телеку показывали. Да-да-да, про него по телеку было, да. Шум был, скандал. Народ возмущался. Прокурор с экрана выступал. Уголовное дело против этого возбудили. Да толку-то? Свидетелей, что именно он это сделал, нету. В интернете все солдаты правду пишут, а на суде боятся. Кто с армией будет связываться? Короче, дело закрыто. Вот товарищ капитан как раз это и отмечает. Да. Что будем делать, дядя Вадя? Домой пойдем? Офицер. Офицер. Куда? Убери. Стоять здесь. Всегда, братцы, буду помнить, как вы меня поддерживали, как переживали. Солдат учить надо.
уродов этих. Иначе не, я понимаю, вот суд и разобрался. Приветствую. Сейчас начнется. День рождения отмечаем. Вроде как день рождения, спасибо, спасибо. Так, все наливаем и выпиваем. Выпиваем. Нож давай. Дядя Вадя, а чего ты? Что, посмотреть хотите? Ну, смотрите. Ну вот. Все, что ниже пояса, парализовано. Повторяю все. И навсегда. Мужик молодой, сердце здоровое. Лет 40 полежит. Парень тот лежит, солдат. И он с ним за компанию. Что такое? Ну чувствуешь. Так. Что такое, а? Да что такое? Что? Ног я не чувствую, вот что. Вставай, ну. Врача позовите кто-нибудь, Вставай! а? Позовите Да врача что кто-нибудь, ты? пожалуйста, а? Ой, ну ладно. Да я ног не чувствую, врача позовите кто-нибудь! Врача есть? Да я не врач? знаю, что со мной! Дядя Вадя, а как это ты? На теле у человека точки разные имеются. Я его когда за руку взял, нужную точку и нажал. Можно было его сразу убрать. Но пусть поживет. В таком виде. Все, ходить-то будут, помогите! Учишь вас, дебилов! Что такое? Ноги-то не слушаются, а? Понимать не хотите, мне! Он никогда ничем не болел, Что вы такое, никогда. а? Ну что? Поймешь теперь, а? Что это такое? Дорогой, я уже позвонила. Я позвонила. Да помогите! Дядя Вадя, научи, а? Научи. Сейчас. Пошли домой, голубчики. Разбираться будем. Братцы, я все понимаю. Но ведь нельзя же так. Ну как? А вдруг ошибетесь? Невинного человека убьете. Мы не ошибемся. Не убей, сказано. Сами знаете. А на войне наши солдаты воевали с фашистами, убивали их. Не надо было? А вот это другое дело, понял? Значит, все-таки эта заповедь не всегда должна исполняться. А если война объявлена, значит, можно. Так война нам всем объявлена. И вы не можете этого не видеть. О, Господи! А ты знаешь, из чего сосиски делают? Из сосисок? Из бумаги, из чего еще? Значит, ты не будешь? Буду. Ты что? Попробуем, покажем. А вдруг все получится? Давай. А котлеты интересно, из чего делают? А котлеты делают из булочек. Посмотрите, Вадим Петрович. Есть у нас в городе такая Тамара Оглы. Это ее дом. Она всю наркоторговлю в городе держит. Даже не думайте. Даже не думайте у меня. Вы что, не понимаете? Там же охрана, автоматчики, собаки, видеоконтроль. Вы что? Мы одного торговца убрали. Не помогло. Подвое стали ходить. Один продает, другой по сторонам смотрит. Ага. Все, чего добились. Полицейский с района пытался бороться. Словил парочку. Их отпустили, его убили. Потом похоронили с почестями. Вот-вот. Дядя Вадя, дети умирают. Помоги, а? Так. Ваша задача следить за домом. Узнайте распорядок дня. Кто когда приезжает, уезжает и все такое. Хорошо. Да. Главное, узнайте, есть ли в доме дети. Дети не должны пострадать. Ага. Ясно.
Остальное я сам. Да и дайте спать. Хорошо. Ясно. Ребята, ну что, в самом деле? Там мальчик лет 12 и девочка помладше. Наверное, внуки ее. Угу. В 8:30 их увозят в школу. Привозят обратно в 3 часа. Так, в 3 или в 15? 15, днем в смысле. Так и говори. Угу. Приучайтесь докладывать точно. Хорошо. Ну? Сама Тамара в основном дома сидит. К ней люди разные приходят. Так, а это что за драндулет? А он с утра тут стоит. А после 2 уезжает на нем. А часов 6 снова стоит. Наверное, товар по точкам развозят. Ну, ясно. Купили? Ну да, купили. Как ты и сказал, дядя Вадя, действовали отдельно и в разное время. Так. Юра в аптеке был, Артем за дрожжами, Наташка за мылом, ну а я в магазин за молоком бегал. Понятно. Так. Воды принести? Это значит, смешать и рванет? Так. Намешай. Дядя Вадя, наверное, как-то по-особому надо. Научите, а? Еще чего. Значит так, завтра я иду один. И чтобы духу вашего там не было. Ты чего, дядя Вадь? Правильно, нечего нам там делать. Хватит уроки прогуливать. Да. Завтра мне За учебу нужно браться. Я давно собирался исправлять структурные карты оценки. сдать, Ну, исправлять геометрию. Конечно. Ага. Все ясно. Все равно припретесь. Нет, Ой, не надо мне вкручивать. Все равно Нет, припретесь. физику пойду Так, сдавать. короче. Детскую поликлинику номер 19 знаете? Да, конечно. Завтра в 8:30 подойдете к окну, второму слева на 4-м этаже. Да. Прямо напротив флюорографии. Вот там все и увидите. Кстати, даже на уроки успеете. Опоздаете минут на 20 всего. Скажете, что проспали. Дождик начинается. Дядя Вадя идет, вон. Пачку выбросила сигарет. Зачем, интересно? Ха, затем, что пустая. Что ты ерунду спрашиваешь? Да нет, все не так просто. Куда это он? Все, что ли? Спокойно. Какой-то взрывчик хилый. Не рассчитал, что ли? Спокойно. Нормально все. Это что? Что такое? Кто это сделал? Вы чего смотрели, уроды? Найти! Поймать! Кто это сделал? Пакет в автобусе оставил. Ну ясно. Нормально. Я же говорил. Отзывов тысячи, везде одно и то же. Спасибо вам, дорогие деточки. Уничтожили гадину, спасли наших ребят. Главное, все уверены, что это мы. Больше-то некому.
Вот видишь, дядя Вадя, ты хорошее дело сделал, детей спас. Ну да. Вот на, тебе подарок от нас. На Новый год. Спасибо тебе, от всех ребят. Сперли. Нет, вы что? дядя Вадя? Всем детдомом собирали. Короче, хватит. Мир не переделаешь. Нечего и пытаться. Но в особых случаях, как сегодня, я сам разберусь. Понятно? Но вы, дорогие деточки, прекратили свои подвиги. Спасибо. Ну, могу сообщить радостную новость. За последние 3 дня после известного события объем торговли наркотиками в нашем городе снизился на 83%. Я вас поздравляю, товарищи. Понятное дело. Раньше торговцы себя чувствовали в безопасности, а теперь боятся. А, интересно, и кто же это раньше им эту безопасность обеспечивал? А действительно, кто? Так, ладно, Проснулся. Все хороши, все, что делать будем? Опрос свидетелей показал, что какие-то дети несколько дней крутились около дома Тамары. Опять дети. Деточки, что ли? В тот самый день этот воспитатель, разведчик из детского дома, с утра куда-то отправился. Что значит куда-то, я не понимаю? Что, упустили, да? Товарищ полковник, так он как сквозь землю провалился на глазах у наружки. Ясно. Значит так. Характер взрывчатки, действия разведчика Широкого, который именно в данный момент проваливается сквозь землю, все указывает на данный детдом. Детдом взять в кольцо, следить за каждым шагом. Ай, все свободны. Мальчик, сказали вчера. Ногами дрыгает. Здорово. А где дядя Петя? В деревню поехал, своим помочь. Дров наколоть и все такое. Мам, а ты чего какая-то не такая? Устала? Плохо себя чувствуешь? Да я спросить хочу. Ребята эти, ну, деточки, про которых все говорят. Это вы, да? Да, мы. Понятно. Ванечка, Наташенька, родненькие мои, нет, вы все правильно делаете. Правильно вы все делаете, так этим гадам и надо. А вдруг все узнают, что это вы? Не за себя я боюсь, за него. Вот вырастет он, в школу пойдет. От него ж все шарахаться начнут. Если что не так, зарежет, если брат с сестрой такие. А кругом соседи, люди, на работе. Нет, это хорошо рассуждать. Деточки герои и все такое. Это когда деточки далеко, а когда деточки рядом. А вдруг Петя узнает? Он же испугается, убежит. А ведь только жизнь налаживается. Только жизнь налаживается. Вот вы о других людях думаете, да? Защищаете их. А вы о своих подумали? Я на родительские права подавать не буду. Пусть все остается как есть. И не приходите больше. Пасут нас уже неделю, если не больше. Не хотел вас пугать раньше времени. Как-то, видите, вычислили нас. Значит, не все в полиции идиоты. От окна отошли. Ваня, подумай, что с Наташей будет. Со всеми вами остальными, если не остановитесь. У нас уже другой жизни не будет. И не надо. Значит, у нас с Наташей судьба такая.
А ребята, пускай каждый решает сам за себя. Мой папаша мою маму по пьяни убил. Бутылкой по голове. А сколько она жаловалась на него, помощи просила. И если бы мы вовремя пришли, она бы жива была еще. Ага. Послушайте, у меня родителей бандиты убили. И ничего им за это не было. А что я, по-вашему, должен делать? А, Вадим Петрович? По-моему, все абсолютно ясно. Только вот никак этих бандитов найти не могу. Ни по одной базе данных не проходят. Найдем, Не переживай, Найдем. Найдем этих бандитов. И тогда они все как один смело пошли на врагов. Над ними гордо реяло знамя свободы, грохотали барабаны, и ничто не могло их остановить. Ну а дальше что? А враги испугались и убежали. Здравствуйте. Здравствуйте. Послушайте, пожалуйста, мы деточки. Ваш начальник за взятку распределил по детским садам города испорченные продукты. В результате массовое отравление. 4 ребенка умерли. Он знал, что кормит детей отравой. И вы знали. Нет, мы ничего не знали об этом. Хватит врать. Замолчи. Правильно, не надо врать. Согласно этому договору, вы собираетесь на следующей неделе отправить в детские сады новую партию отравы. Не делайте этого. Ты чего? Ты чего? А ну вали! Полковник Егоров, вы возглавляете призывную комиссию райвоенкомата. У призывника Сергея Синицына был врожденный порок сердца. Вам представились и справки. Мать валялась у вас в ногах. Вы кто? Вы, деточки, здравствуйте. Чтобы выполнить план по призыву, вы отправились Сергея служить. Рядовой Синицын умер после первой же пробежки. Я, деточки, слышал? У тебя каждую ночь музыка орет на весь дом. Соседи просили выключить, ты их послал. Люди спать не могут. Нет, ребят, это не я. Идешь к себе, берешь всю свою технику, кидаешь в окно. А мы посмотрим, пока все. Хорошо. Хорошо. Сейчас. Я все сделаю, да. Сейчас, я все сделаю. Сейчас. Стой! В наушниках можешь слушать. Ага. Куда мы идем? В суд. Да? А что там случилось? Я же вам всем говорил. Я тогда в столовой дежурил. Парню одному за убийство 18 лет дали, а он не виновен. Его вообще тогда в городе не было. 3 свидетеля подтвердили. Ну кого-то же надо было посадить. А через месяц его убили в лагере, чтобы уж совсем тихо было. А судья продолжает работать. А, ну ясно. Она.
что мне делать, Господи? Не слушают они меня. Продолжают убивать. А за ними не уследишь. Один раз поймал, а теперь они осторожнее стали. Помоги, Господи, помоги. Но ведь они дети, маленькие еще. Защити их, Господи, вразуми. Слушай, что ж это такое, а? Деточки так называемые. Как думаешь, а? Сын где-то вычитал. Конец света скоро. Ну и что? И к нам. Ангелы мщения присланы за наши грехи. Давно пора. Да не ловить надо этих деточек, а спасибо им сказать. А что еще лучше? Отошли бы вы, доблестные органы, в стороночку и не мешали. Мама, ну что? Они ведь информацию наверняка из интернета берут. Ну, чем им заниматься? Ну и что? Найти самое громкое дело, где дети пострадали, и посмотреть. Вдруг эти ребята там появятся. Да таких дел сотни тысяч. Весь интернет забит. Вот именно. Что они выберут, никогда не угадаешь. Ну, значит, надо самим что-нибудь организовать, чтоб уж прям вопиющее. А вы будете следить. Как? У рыбаков это называется живца. Ты мне сам об этом рассказывал. Помолчал. Допустим, где-нибудь за городом, в каком-нибудь санатории убивают и режут детей на органы. Один мальчик убежал и выложил все это в интернет. Я думаю, сработает. Интересно. Интересно. Во всяком случае, вариант. Ну? Завтра же доложу полковнику. Молодец! Молодец, Кирюша! Это вариант. Вариант. Вот кадры, снятые с камер на вокзале. Так. А вот кадры наружного наблюдения. Угу. Вот на этих обратите внимание. Вроде похожи. Так. Ну, уже полегче. Только брать этих деточек надо на месте преступления с поличным во время налета. Иначе, как говорится, народ нас не поймет. Согласен. Кузнецов, а что с твоим детским лагерем? Организовали уже? Сейчас. Угу. А вот сам детский лагерь. Так, ну. А вот это запускаем в интернет. Меня схватили какие-то люди на улице, привезли туда, там держали в спальне меня и еще около 50 детей разного возраста. Нам не давали есть и говорили, что все равно через сутки вы пойдете на операцию. Твой, что ли? Да. Слушай, способный парень. А если одноклассники увидят, узнают его? Так он в школе всем об этом рассказал, что его похитили. И все ему сочувствуют. Лихо, может, и сработает. Так, с детского дома наблюдение снимите. Хорошо. Пусть деточки спокойно действуют. Идете на операцию. Я видел через окно, как на каталке вывозили мальчика лет 10. Он уже не дышал, его кинули в кузов грузовика. Позже, когда все уснули, я увидел, что форточка в палате открыта. Я вылез через нее. Охранники спали, потому что были пьяные. Я вышел на шоссе, и меня довезли до дома. Мы с родителями сразу же обратились в полицию, но нам не поверили и сказали идти домой. Я хочу, чтобы вы все знали об этом. Там убивают детей, чтобы продавать на органы. Санаторий «Чайка» около станции Высокая. Они любого могут схватить. Интересно. Даже очень. Ребята! Они уже побывали в полиции, власти ими займутся. Да, конечно. Смешно. Власти знаешь, чем займутся? Охрану этого санатория усилит.
Чтобы оттуда больше никто не смылся. Во-во. Хорошо, если мальчика этого, свидетеля, не тронут. Вот-вот. Да, это точно. Надо бы туда проехаться. И разузнать, что к чему. Да. И вообще, дядя Вадя, нам спать пора. Так что спокойной ночи. Подожди, Илюша. Покажи еще раз. Меня схватили какие-то люди на улице, привезли туда, там держали в спальне меня и еще около 50 детей. Ну вот, возраста. другое дело. Нам А не то давали полиция, говорили, что власти. все равно через сутки вы пойдете на операцию. Кирюша! Да, пап, привет. Кирюша! Кирочка! Сработала! Не дали, как сегодня. Наша наружка под видом охранников санатория засекла воспитателя Широкого, Ну и? который изволил болтаться около ворот. И что? Воспитатель спрашивал, как это устроить ребенка на отдых. А в это время наш сотрудник за забором пробежал с металлическим боксом, в котором органы переносят. А охранник, как бы невзначай, автомат показал и тут же спрятал. Думаю, не сегодня-завтра они на штурм пойдут. Да. Тут-то мы их и... Здорово. Да, конечно. Не нравится мне все это. Был я там сегодня. Лагерь какой-то странный. Не надо туда соваться. Чует мое сердце, не надо. И вообще, пасут же нас круглосуточно. Нет, раньше пасли, теперь нет, перестали. Вон, посмотри, что, неправда? Пасли, наверное, так, ну, мало ли. А теперь нет. И все равно не надо туда лезть. Ну да, наверное. Так, ребята, закругляемся. Спать пора. Слушай, надо им какую-то, не знаю, психологическую помощь, что ли, оказать. А с этим Широковым-то что будет? Он вроде неплохой. Пап, ты чего замолчал? Папа, вы что, убить их решили? Пап! Пап! Кирюш! Кирюш, родной, они убийцы. Убийцы. И другими уже не станут. Они же маленькие еще. Сколько старшему? 14. Ну, отправим мы их в колонию. Отправим. Они же там героями станут. И такую банду сколотят, что уму непостижимо. Выйдут они, взрослые. Да подготовлены этим Широковым так, что полиция не снилась. Что мы тогда с ними будем делать? Я все понимаю, Кирюша. Все. Нельзя иначе. Так, Илья, куда идти? Сейчас я посмотрю. Ну вот. Пошли. Ну, долго еще. Километра полтора. Потом направо и еще где-то полкилометра пройти. Ясно. Метров за 50 остановимся. Я пойду разведаю, а вы спрячетесь. Ну, а дальше по обстановке. Ну-ка, быстро в автобус. Сдали все ножи.
У нас сегодня экскурсия. Архитектура 19 века в нашем городе. Уже была такая экскурсия. Что ты говоришь? Мне что директору сказать? Дайте мне, товарищ директор, автобус, я поеду этих идиотов ловить, которые лезут неизвестно куда. Короче, я съезжу завтра туда еще раз. Посмотрю, что к чему. Но чует мое сердце. Вот собрал. Ага. Стойте! Выезжайте отсюда быстрее! Я тот самый мальчик, который на видео. Мой папа следователь. Это он все подстроил для того, чтобы поймать вас. Скорее, уезжайте отсюда! Садись. Сейчас вперед и направо. Через проселок можно на трассу выехать. Ясно. Я думал вам помочь. Думал, пусть их поймают, будут жить, как и все люди. А они убить вас решили. Я тут с утра торчу, так и знал, что вы здесь поедете. А как ты понял, что это мы? Ну едут ребята в автобусе. И едут. Тут не ездит никто. Потому что некуда. Этот лагерь поддельный. А если кто-то и поедет, то значит вы. С ним. Иди, жив останешься. А вы? А нам разговаривать поздно. Тогда не пойду. Слушайте меня внимательно. По моей команде сразу все из автобуса в лес. И по солнцу на северо-запад. Если будут преследовать, прячьтесь, как я вас учил. На автобусы, на электрички не садиться. Пешком до города. А там по вокзалам, по рынкам, к беспризорникам. Но главное, не всем вместе. Лишь бы они собак не вызвали. Держитесь! Крепче! В лес! Быстро! Что встали в лес? Найти, догнать, поймать! Осторожно. Машина-то казенная. Где они? Побежали они куда? Говори, куда? Домой, наверное. Дети. Что же мы теперь будем делать, товарищ полковник? Обыскать детский дом. Появится, действовать по приказу. Ищем улики. Оружие, боеприпасы. Да. Из личных вещей что-нибудь. Ну или там белье постельное. Собакам дадим. Чтобы след взяли. Верно? Выполнять. Есть. Дай. 38-й. Продолжать в лесу прочесывание. Перекрыть все автобусные остановки. Все железнодорожные платформы. Этого к нам. Допросим как следует. Все. Выполнять. Где их вещи? Где их вещи? Кровати, тумбочки, где? Долго будем молчать? Не может Где быть. их вещи, я вас спрашиваю? Это не они. Где их вещи? Неправда, это какая-то ошибка. Ну? Долго вас умолять?
значит нет вещей? Я не понимаю. Ясно. Ну, постарайтесь уж там как-нибудь сами. Выполнять. Что, полковник? Непонятно, где шмотки их. Нечего собакам дать. Молчат, значит, ребятишки. Не выдают, товарищи. Да не волнуйся ты, спокойно посидим, поговорим. Ты мне расскажешь, куда твои деточки могли подеваться. Хочешь, выпьем? Для разговора. С собой ношу. Докатился. Сопьешься с вами. Ну, торопиться нам, как ни странно, некуда. Найдутся твои деточки. Найдутся. Никуда не денутся. Ты сам прекрасно понимаешь. Прошу. Пожалуйста, если не побрезгуете, конечно. Из моего стакана. Слушай, мне бы... А может сразу автомат тебе выдать, а? Или танк подогнать? И так мимо рта не пронесешь. Ну, ладно. Может, не надо их искать? Мы взрослые, вот и будем разбираться. Ты ж меня поймал. Я за все отвечу. Все подпишу. Ну, что тебе еще? А они? Они больше так не будут. Вот если мы все вместе на площадь выйдем и на колени встанем, скажем, простите, виноваты, судите нас, люди добрые. Вот тогда, наверное, твои деточки успокоятся. И другие тоже. Но не раньше. Слушай, а ведь скоро туда. А там спросят. Может, покаяться, пока не поздно. Поздно. Там не простят. И здесь не простят. И правильно сделают. Ясно. Хорошо. Они в бывшей усадьбе князей Алсуфьевых. Усадьбу оцепить. Правильно? Вызвать помощь. Без меня штурм не начинать. Выполняйте. Поехали. Снимаемся! Убьют наших, да? Товарищи полковника, в камеру. Минутку. Так. Думаешь, зачем я с тобой заседаю? Чтобы узнать, где они. Я же знаю, что тебе первому сообщат. Ну ладно, теперь мне пора. Не понял. Ребятки, вы из автоматов-то не палите, а то поубиваете друг друга. А я постараюсь аккуратно, тихонечко. Эй, стоять! Не надо, ребятки. Ну зачем? Я ж просил. Дай. Ну кто так оружие хранит? Нашел? И не чистишь? Где ключи от наручников? Вот они. Ничего, ничего. Дядя Вадя придет, поможет. Он их всех. Его, наверное, арестовали. Кого? Дядю Вадю? Сейчас. А ты чего делаешь? Пишу всем подряд, что происходит с нами. Пусть знают.
Внимание! Мы предлагаем вам сдаться! Выходите с поднятыми руками и без оружия! Мы гарантируем вам жизнь! Неправда. Не верьте! Они же вас убьют, у них приказ! Так иди. Тебе-то чего с нами? Сам же говоришь, убьют нас, иди. Не пойду. Из-за меня все это. Нет. Черт, кто-то к нам собирается. Какой-то крутой профессионал попался. Определил, где мы. Только этого не хватало. Своих не трогаем. Живите, ребята. Хороший пулемет. Машина — это хорошо. А вот сюда я вас запру, голубчики. Благо и замочек имеется. Главное, не покалечить никого. Ладно? Там, да? Так точно. Что стоим? Пошли вперед на штурм! Огонь на поражение! Давай, вперед! Вперед пошли! Кира! Кира! Кирочка! Кирочка, почему? Почему ты здесь? Кирюша! Не стрелять! Не стрелять! Кирюша, сыночек! Родной мой! Родной мой! Врача! Ну кто-нибудь помогите! Сейчас! Сейчас, Кирочка! Не бойся, папа с тобой! Кто-нибудь! Ну хоть кто-нибудь! Помогите же! Кирюша, сейчас! Сейчас, родной! Сейчас скорую вызову! Сейчас! Сейчас! Скорая! Сейчас! Скорая! Скорая! Кто? 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 Витя, не надо! Кто? Не надо, Витя, Витя, не Кто? надо! Не надо, Витя, не Кто? надо! Не стрелять! Не стрелять! Не стрелять! Не стрелять! Выходите! Бросайте оружие! Мы спокойно во всем разберемся! Выходите с поднятыми руками! Вы останетесь живы! Ага, размечтался. Я даю вам время подумать. Если не сдадитесь, мы продолжим штурм. Товарищ полковник, следак погиб. Сын его. Если в бою при ликвидации, тогда еще понятно, а так объяснять придется. Ну и что ты предлагаешь? Штурм, и все. И сразу решим все вопросы. Нет, подождем все-таки. Я обещал!
Я последний раз предлагаю! Выходите с поднятыми руками! Если не сдадитесь, мы продолжим штурм. Сдаваться как-то неудобно. Такую кашу заварили, и вдруг взяли и испугались. Неудобно как-то. Нет, бесполезно. Давай, действуй. Это дядя Вадя, я говорил, вот ее! Ваня! Дядя Вадя звонит. Вы окружены! Не прорветесь! Выходите с поднятыми руками! Вам сдаваться надо, ребятки! Не будем сдаваться, дядя Вадя. Извини, не будем. Под моим прицелом они вас не тронут! Ваня! Сдавайтесь! Убьют вас, Ваня! Дядя Вадя, уходи, уходи! Они к колокольне побежали! Я придержу их, пока патроны есть! Я приказываю! Убили его. Убили дядю Вадю. Я в последний раз предлагаю! Выходите с поднятыми руками! Хватит убивать! Это вы убийцы, а не мы. Мы людей защищали и дальше будем. Вперед, на штурм, стрелять по моей команде. Стелится туман над полем, землю обнимает. Мать над сыном, как над горем, тихо напевает. Спи, малыш, усни, мой милый. Сон смыкает веки, спи, коль я тебя вскормила в этом страшном веке.
убаюкает тебя ветер-одиночка, унесет в свои края черно-белой ночью. Засыпай, пусть жизнь врагом пролетает мимо, что проснуться и кругом не увидеть мира.